Hoş geldin. Başımızın жаңа некрополь, то есть жаңағы бейіті орналасқан. Мынау енді мына неге Так, ну, Мурат, продолжай рассказывать. Бәрі, құрметті қонақтар, бәрі жиналдыңдар ғой. Былай қарап жүріңіз. Бұндай бір қабырға салынған, бұл жаңа айтып өткенде қамдепішіде салынған 45 сантиметр, 22-45 сантиметр. Бұның жаңа қалыңдығы қазір 1 метрге жуық. Енді бұнда жаңа мен айтып өткенде үстінде үлкен бір ауыл жаңа массивен болған дәлелдеп тұр. Бұл жаңағы кросс материалдан алған. Далеко от Тарау 15 километров. И в 2001 году был обнаружен городище Жаник. Город, который мы называем Предтечей Уральска. Он был обнаружен нами совместно с алматинскими учеными. В 2005 был найден город Жалпахтал, в 2007 Царузин. Таким образом, после этого мы находили несколько караван-сараев, в том числе Тасоба. Караван-сарай – это небольшое поселение из нескольких каменных зданий, как обычно, в которые приезжали купцы, переночевали, отдыхали и ехали дальше. Это все, наверное, знают, что это такое. Так вот, все это выстраивается в определенную какую-то систему сейчас, если все выстроить от Тарау до Уральска, система городов, которая нам позволяет говорить о том, о развитии торговых связей, экономических связей, о широком обмене ремесленными изделиями, о широком обмене информацией. Вот во всех этих городах очень обильно найдены монеты серебряные, медные периода Золотой Орды. То есть рассвет, отсюда мы делаем вывод, что рассвет экономики, торговли и ремесла приходится именно на этот период. Это 13, 14, 15 века. Далее города существовали и в период Ногайской Орды, в частности Сарайчик, и Заик тоже, на мой взгляд, существовал в период Ногайской Орды. И, соответственно, Сарайчик еще известен как первая столица Казахского ханства. Касым-хан, один из основателей Казахского ханства, как раз там похоронен. Это было как раз в конце 15, начале 16 веков. То есть Сарайчик какое-то время исполнял роль главного города Казахского ханства. То есть когда мы говорим о наших городах Западной Орды, это города, которые это позволяет нам говорить о казахской государстве, о национальной истории, о национальной культуре. То есть о том, о чем мы фактически не имели информации, если взять даже 20 лет назад учебники по истории Казахстана, вот этой информации нет. Сейчас эта информация пошла, и я считаю, что это очень важно. И это было одной из целей нашей экспедиции, чтобы вся информация, которая сейчас известна, стала еще раз обратить внимание общественности и населения, органов власти на эти проблемы. Так сказать, полученный большой объем информации и нового материала ввести в научный оборот, ввести в образовательный оборот, в учебники, чтобы это попало. Обратить внимание ученых всего региона на то, чтобы необходимо вести активную такую разъяснительную работу по истории нашего региона, истории нашего народа и государства периода средних веков.